Троллей — это молодежный фестиваль. Существует он в республике уже 5 лет. Идея, ну, не наша. Как говорили многие великие люди, если у кого-то что-то увидел хорошее, копируй. Вот. Мы съездили в Россию, съездили в Украину и поняли, что в нашей стране должен существовать такой же фестиваль. Единственное, что мы чуть-чуть поменяли тенденцию фестиваля, он благотворительный. Он каждый год меняет место проведения для того, чтобы люди могли приезжать не только целенаправленная аудитория, но и те люди, в области которой проводится фестиваль. Мы стараемся потянуть молодежь, детей, взрослых к активному образу жизни. Мы стараемся популяризировать активный образ жизни, не то чтобы сидеть дома на диване или ходить на стадион и после стадиона употреблять алкоголь. Фестиваль существует в двух форматах. В фестивале есть летнее проведение фестиваля, это непосредственно сам фестиваль троллея. Вот, он подразумевает под собой катание на троллее, различного вида там другие активности, экстремальных видов спорта и неэкстремальных видов спорта. Это вплоть до того, что велогонки, спортивное ориентирование. В прошлом году мы опробовали детскую площадку, как она зарекомендовала себя с хорошей стороны, потому что многие уже, даже наши знакомые, многие новые люди, приезжающие на фестиваль, начинают приезжать с детьми. Детей нужно было занять чем-то, а взрослым нужно было отдохнуть от детей. В прошлом году получился у нас пока самый длинный троллей, 250 метров с перепадом высот в 45-50 метров, там точно нельзя было замерить. Зимой же мы проводим, скажем так, подготовительные отборочные, там, можно сказать, конкурсы и соревнования для волонтеров, а также для музыкальных коллективов. Вот. Это мероприятие называется «Троллейбусник». Во время его проведения мы показываем фотографии с предыдущих фестивалей. Вот. И молодые коллективы могут выступать. Потом проводится онлайн-голосование, и те коллективы, которые набирают больше голосов, они уже выступают непосредственно на самом фестивале. Также на концертах, как и на самом фестивале, мы как организаторы ничего не зарабатываем. Все деньги, вырученные из концертов, они собираются. Вот. И группа, победитель по голосованию, она получает этот денежный приз. И она вправе уже решить, что делать с ним. Забрать его себе и потратить на свои нужды, либо на увеселение, либо как захотят. Или же передать это в благотворительный фонд. Потому что сам фестиваль летний, он благотворительный. Все вырученное с него, вещи, которые приносят люди, там, канцелярские товары, денежные средства, все это идет на благотворительность. В этом году нам исполнится 5 лет. Мы уже полноценно можем сказать, что мы начали ходить. О нас уже знают, нас узнают. Вот. Ближайшее мероприятие, это будет 19 февраля в ресторане «Гудвин», это будет троллейбусник. Выступят 3 молодых коллектива. Это будет регги, рок-н-ролл и каверы на блюз. Но помимо танцевальной части мы сделали такой интерактив, это обмен книгами, потому что как такового буккроссинга у нас в республике нет. Мы заинтересовались этим, хотели найти организаторов, какую-нибудь группу социальную, которая занимается этим в Республике Беларусь, но мы не обнаружили никого. Поэтому мы решили попробовать продвинуть данную идею, потому что сейчас взамен книжек приходит все больше и больше электронных гаджетов, но все равно приятно почитать настоящую, живую книгу, которая пахнет, от которой идет жизнь. Поэтому вот на самом троллейбуснике, на этом концерте будет обмен книгами. То есть вы приходите, кладете книгу на стол, вот, и в конце мероприятия на выходе вы можете взять любую понравившуюся вам книгу. Кому может быть интересен сам троллей, троллейбусники, все мероприятия, да кому угодно. Сейчас по обратной связи мы видим, что люди говорят, что замечательно, что мы организовали детскую площадку, это дает возможность им выехать, потому что, когда появляются в семье дети, это наносит какие-то ограничения, скажем так. Вы не можете поехать туда, либо туда, потому что всегда ребенок, какие-то проблемы с ним, а тут вы можете его спокойно оставить, все. Взрослые, дети, юноши, все, кто хочет как-то активно участвовать в нашей жизни, привносить активности и радости, а не лежать дома на диване, смотреть телевизор или, сидя на стуле в трусах, попивая пиво, торчать у монитора своего ноутбука. Вот. Троллей дает возможность увидеть республику не так, как видим мы ее, потому что это новые места, это природа, это замечательно, это какие-то путешествия, новые знакомства, потому что в этом году мы приобрели колоссальный международный формат, вернее, в прошлом к нам приехали люди не только с ближайшего зарубежья, как Украина, Крым, Россия,
Литва, там, Латвия, Польша, были люди и из Германии, были и из Италии, и были даже с Нью-Йорка. Вот. Поэтому, если у человека есть желание узнавать что-то новое, находить новые знакомства, то Тарлей — это именно то, что ему нужно.